Сегодня 1 апреля, 10 дней до вылета в Катманду, в Непал, 10 дней до начала международной экспедиции на Эверест, в которой я участвую. Я сегодня приехал на Иссык-Куль, еду в свое родовое село Кутурга Кипрского района. Хочу почтить память своих родителей, ушедших безвременно. Для меня Эверест — это самое главное испытание и мечта моей спортивной жизни. Для меня очень важно перед Эверестом почтить память своих родителей, проявить уважение памяти родителям своим и с легким сердцем полететь в Непал и начать свое приключение. Сегодня 13 апреля 2021 года. Я в Катманду. Вчера прибыл благополучно. Сейчас я разместился в отеле Якентьети, рядом с Королевским дворцом Непала. Завтра мы выходим на маршрут. Будет восхождение на непальский шеститысячник, вершина Лабуче. После восхождения на Лабуче мы планируем выход к базовому лагерю и работу уже на самом Эвересте. Базарс с высоты птичьего полета. Только на второй день Эверест открылся в полном формате естественного уходца. Вчера Эверест и уходцы были закрыты облаками. Просто шикарно. Дорогие друзья, уже 4-е сутки в горах. Я, честно говоря, в восторге от Гималаев, от этого горного массива, от людей, от ауры, от всего того, что здесь происходит. Отдельно хочу сказать слова. Я просто удивлен. Шерпа — это такая народность, тибетская народность, которая когда-то перешла Гималай и основалась возле Эвереста и в Непале. Добрые, светлые, абсолютно порядочные, чистые и честные. Пусть бедные, но самые-самые счастливые. Иногда хочется побыть на их месте, почувствовать вот это счастье, вот эту гармонию с природой, с жизнью, с этими горами. Поэтому, дорогие друзья, не все мерится в жизни деньгами, властью, ресурсами, почетом. Не это главное. В жизни, оказывается, главное другое. Стремитесь к гармонии, ребят, и будете всегда счастливы. Это Гималай. Невозможно передать восторг от этой красоты. За моей спиной вершина Лабуче, 6200 метров. Завтра в 3 часа ночи штурмуем эту вершину. Если все будет успешно, то мы потом выдвигаемся к леднику. У основания ледника находится базовый лагерь Эвереста. Это знаменитый базовый лагерь Эвереста. Длиной 1,5 километра, шириной километр. Абсолютные высоты с 5300 метров до 5600 метров. А вот это
ледник Хумбу, куда мы должны идти для восхождения на Эверест. Это Эверест, лагерь 7200. Это Светловина. Это Охотца. Это вершина Нутца. А вот внизу это долина Безмолвия или долина молчания. Это лагерь 600. Находится на леднике, на верхней части ледника Хумбу. Сегодня уходим на 6400. Это будет что-то. 6400 это у подножия Эвереста. Посмотрите, какие горы. Вроде мы высоко, но горы еще выше. Досторум, туғандарым, қырғыз елім. Мен азыр 7200 метрден азыр базовый лагерге түштім. Кечирим сурайт элем. Эвересттен видео, жанакы маалыматты кыргызча эмес орусча берип атканыма. Кыргыз элим айтып коеюн. Буюрса Алла Таалам шарт берсе, Эвересттин чокусунда, Жамалыңбанын чокусунда Кудай буюрса эң негизги кайрылымды кыргызча жасайм. Билип жүргүлө. Мен кыргызмын. Ураным Манас, улутум кыргыз. Рахмат чоң. Кыргыз элим бүгүн 14 май. Биз 5 күн жашыл төрдө ден соолугубузду, организмибизди камдап, штурмга даярданып чыгып келдик. Азыр базовый лагердебиз. Но азыр базовый лагерде акыбал аябай оор. Көбүнчө экспедициялар ооруп атат. Ошонун ичинде ковид, пневмония, аябай мыкты кыйын альпинисттер ден соолугуна карап чыгып атышат экспедициядан. Эң негизгиси азыр деген Эвересттин чокусунда аябай начар аба ырайы болуп атат. Шамал, анан аябай муздак болуп атат. Ошон үчүн биздин жанакы жетекчибиз Александр Абрамов жанакы орусча айткандай окнону издеп атат. 2-3 күн ичинде чыкканга аракет кылганга. Азыркы убакытта 3 альпинист каза болду. Ошонун ичинде 2 итальянец, 1 американец. 8000 метрде, 8600 метрде. Просто альпинисттер ушу шамалдан просто тоңуп калышты да, тоодо калып калышты. Менин состоянием жакшы, өзүм акыбалым жакшы, даярдыгым жакшы, күтүп жатам. Только күтүп жатам. Дорогие друзья, сегодня в 4 часа ночи начинается штормовое восхождение на Эверест. По большому счету это самое настоящее восхождение на Эверест. К сожалению, сейчас на вершине нет погодного окна. Погодные условия очень тяжелые. И, к сожалению, прогноз показывает, что и все эти предстоящие несколько дней условия на вершине будут тяжелыми. Но экспедиция решила для себя, что мы будем делать попытку. И по плану 20 или 21 мая мы попытаемся совершить восхождение на Эверест. Чувствую от всех, от каждого из вас поддержку. Берегите себя. Надеюсь, у меня получится. Спасибо. Кыргыз элим бүгүн 23 майда 8 saat 35 мүнөттө Алла Тааланын буйругу менен Жамалыңбан чокусуна, Эвересттин чокусуна чыктык. Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз жерим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным. Ушу жеңишимди силерге багыштадым. Силерге арнайм. Кыргыз элим, эрдигибизди унутпайлык, намысыбызды унутпайлык, эркиндигибизди, касиеттүү жерибизди сактап калайлык. Эң негизгиси туугандар, накта
эгемендүүлүгүбүздү сактап калайлык. Антпесе кул болуп калабыз. Кыргызстаным силер үчүн армандаган баран келдик. Рахмат чоң. Сейчас бывает. Я наверное. Дизайте. Ничего не бойтесь. Если вы сможете, будет и победа. Мой кусочек вершины. Начало наверное. Спасибо, жизнь. Улуу тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн, эр манастын улуу